Средняя зарплата. Средняя зарплата в Эстонии на конец 2019 года составил 1551 евро. По-нашему это будет равно к 706 тысячам тенге. А в Казахстане средняя зарплата равна к 191 тысяче тенге. И это в 3,5 раза меньше, чем в Эстонии. В общем, 1-0 в пользу Эстонии. Общественный транспорт. С 2013 года общественный транспорт в столице Эстонии, в городе Таллин, стал бесплатным для всех жителей города. В это же время в Казахстане ни один бесплатный общественный транспорт не замечен. Хотя нет, были бесплатные автобусы в Астане в прошлом году. 9 июня были, 6 июля. Были все-таки. Некоторые даже были междугородние. Но регулярный добровольно-бесплатный общественный транспорт все-таки лучше, чем принудительно-бесплатный автобус до РОВД. 2-0. Эстония выигрывает. Пособие на детей. Ежемесячное пособие на ребенка в Эстонии составляет 60 евро за первого и за второго ребенка и 100 евро третьему ребенку. Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится 16 лет. Если ребенок поступил в вуз, то ему эти пособия оплачиваются до 19 лет. Если одного из родителей призвали в военную службу, то государство выплачивает дополнительно 300 евро в месяц на каждого ребенка, пока родитель находится в службе. А чем на это ответит Казахстан? В Казахстане пособие выплачивается в размере 40% от зарплаты матери. Вы же видите разницу? Цифры несопоставимы. В Эстонии пособие выплачивают, пока ребенку не стукнет 16 лет, а у нас только в течение 1 года. 3-0 в пользу Эстонии. Отпуск по беременности и родам. Мы только что говорили о пособии на ребенка. Вдобавок к этому в Эстонии выплачивается материнский отпуск по беременности и родам. В Эстонии самый продолжительный со 100% оплатой материнский отпуск по беременности и родам в мире. Он составляет 62 недели. То есть мама ребенка не работает, но государство ежемесячно выплачивает в течение 62 недель ровно столько же денег, сколько она получала зарплатой до рождения ребенка. Кроме этого, с 1 июля 2020 года в Эстонии вступает в силу законодательство, в котором говорится, что отец рожденного ребенка получает 30 дней отпуска. И государство за эти 30 дней тоже возмещает ему полный размер заработной платы. А в Казахстане единовременная выплата при рождении первого, второго и третьего ребенка 100 738 тенге. При рождении четвертого и последующих детей выплачивают 167 013 тенге. Помимо этого, выплачивается единовременная выплата по беременности и родам. Его размер зависит от продолжительности декретного отпуска и составляет от 420% до 470% от средней зарплаты матери. А чтобы сравнить эти цифры, нам придется перевести все данные в единую единицу измерения, в проценты от зарплаты. А для этого вспомним математику 2 класса. В Эстонии этот показатель равен к 1425% от зарплаты. А в Казахстане, если возьмем среднюю продолжительность декретного отпуска с учетом средней зарплаты в стране, то эта цифра составит 498%. Как видим, в Эстонии матери получают в процентах от зарплаты в 3 раза больше. Но и не забываем, что и сама зарплата в Эстонии намного выше, чем в Казахстане. 4-0. Эстония впереди. Минимальная заработная плата. Минимальный размер оплаты труда в Эстонии с 1 января 2020 года составляет, по данным Википедии, 584 евро. При пересчете в нашу валюту это будет 266 тысяч тенге. То есть любая зарплата в Эстонии не должна быть меньше этой суммы. В настоящее время минимальная заработная плата в Казахстане составляет 42 500 тенге. И это в 6 раз меньше, чем у Эстонии.
Опять Эстония выигрывает. 5-0. Природные ресурсы. Энергетика Казахстана в основном опирается на природные запасы нефти, газа, угля и урановых руд. Имеются месторождения с мировым значением вольфрама, цинка, свинца, меди, серебра и золота. В Казахстане выявлено 400 месторождений, содержащих 99 из 118 элементов таблицы Менделеева. А теперь давайте сравним этот список с тем, что есть в Эстонии. Нефть в Эстонии отсутствует. Газ. Есть небольшое месторождение со сланцевым газом. Но оно настолько небольшое, что Эстонии приходится покупать газ из соседних стран. Уголь отсутствует. Уран отсутствует. Вольфрам, цинк, свинец, медь, золото, серебро отсутствует. Интересный факт. Одним из важных источников энергоресурсов в Эстонии являются коровники. Эстонцы собирают продукты, которые за собой оставляют коровы, и делают из них высококонцентрированный газ. Затем этот газ поступает во все автозаправки страны в виде экологического топлива для автомобилей. Когда наша страна отражает свое показушное желание развивать зеленую энергетику в выставке Экспо, Эстония уже продвигает эти идеи на деле. Все это показывает, что в Эстонии все плохо с природными ресурсами. И в этом раунде у нас однозначно выигрывает Казахстан. 5-1. Салем, я вот сегодня неудачно постригся, и поэтому, с вашего позволения, посижу в шапке. Почему из более чем 300 стран мира я выбрал именно Эстонию? Почему не выбрал Германию, Италию или другие страны Европы? А потому что Эстония все начала с нуля вместе с нами в 91 году. В те годы у них была точно такая же разруха в экономике, как и у нас. Прошло 30 лет. Теперь Эстония занимает верхние места во всех рейтингах по качеству жизни. Эстонцы уже живут на высоком уровне, а казахстанцам все еще обещают, что в каком-то далеком 2050 году мы поживем лучше всех. А на вопрос, почему мы вот прямо сейчас не можем жить лучше всех, мы получаем разные доводы о якобы имеющихся у нас специфических проблемах. Говорят о разных проблемах, но я для себя отметил два самых популярных из них. Первая проблема. Нету выхода к морю. Ну вы понимаете, да? Казахстан не соединен водами с океаном. Из-за этого нам приходится гонять свою нефть по трубам, и это повышает его себестоимость. По большому счету это действительно так. Но неужели это влияет настолько, что мы живем хуже Эстонии, где нефти вообще нету? Вторая проблема. Казахи – лентяи. Наши власти постоянно намекают нам на то, что проблема в нас самих, в казахах. То есть получается, что есть какие-то казахи, которые якобы ленивые. Из-за этих казахов вся страна живет плохо. Ну, если это так, то у меня просьба к этим казахам. Не ленитесь. Видите, из-за вас вот вся страна страдает. Ну, конечно, это не так. Причина не в якобы ленивости казахов, не в том, что Каспий никак не соединен с океаном. Причина такого расхождения между Казахстаном и Эстонией заключается в совершенно ином, в государственном строе. Казахстан – сильная президентская страна. Вся власть в руках у наших президентов. Эстония – парламентская страна. У Эстонии сильная законодательная власть. Парламент избирается на честных парламентских выборах. Судебная власть. Председатель Верховного суда утверждается парламентом. Исполнительная власть. Министры утверждаются парламентом. Президент.
Президент в Эстонии – это просто символическая фигура, у которой только представительская формальная должность. Президент не может убрать с должности ни премьер-министра страны, ни верховную судью, не может выгнать ни одного депутата из парламента. Я думаю, что причина расхождения развития экономики Казахстана и Эстонии кроется именно в этих пунктах.